Абхазия всегда почиталась среди жителей Советского Союза. Попасть сюда советскому гражданину было большой удачей. Но потом распался СССР, началась война, экономическая блокада. И долгие годы после этого на бывшие элитные курорты отваживались ездить считанные единицы. И сегодня это вновь возрождающийся центр отдыха и лечения на Черноморском побережье. Этому есть вполне логичное объяснение. Прежде всего, это обусловлено тем, что в курортный сезон здесь практически каждый день тепло и сухо. Расположен город совсем недалеко от границы с Россией. Несмотря на то, что инфраструктура здесь не на достаточно высоком уровне, это не главный фактор выбора. Горы, море, пляж, теплый и чистый воздух приманивают сюда десятки тысяч туристов. С маленьких лет вот на слуху слово Гагра, потом фильм, где снимались веселые ребята. Вот поэтому выбрали Гагру. Еще в прошлом году мама сюда ездила, очень расхваливала местные экскурсии. Сказала, что очень красиво здесь. Обслуживание, цены, инфраструктура вас устраивает? Да, устраивает. Меняется здесь что-нибудь? Инфраструктура, что-то улучшается? Больше мест как-то стало, где можно перекусить, где можно погулять. Здорово. Но мы только первый день сегодня, еще не успели погулять особо так. Но все нравится. Конечно, городские власти уделяют внимание развитию города, и улучшения заметны, но проблем все равно хватает. Такие, как уборка улиц, развитие коммуникаций, предлагаемые услуги и сервис. Портят картину и недостроенные здания в городе. Конечно, когда приходит бизнес, государство должно создавать для этого сначала условия. Это дороги, это коммуникации, это прежде всего электроэнергия должна быть стабильная. Да, но видите, у нас сегодня мы еще не так богаты, чтобы вот все это охватить, все это сделать. И будем стараться, конечно, чтобы инвестор потенциально, приезжав сюда, увидел, что мы их хотим видеть здесь, мы им будем помогать. А вот с этими ливневками, которые горят, вот это какая-то проблема здесь, которые подключаются? Есть. И такая проблема огромная. На сегодняшний день такие факты уже установлены. Мы создали сейчас группу, даже рабочую комиссию. Будем точечно ходить прямо с службами нашими, отрезать все это. Потому что наше море такой грязи не выдержит. Это будет заболевание, это, не дай бог, эпидемия пойдет. Это нанесет большой урон нам, как и с моральной, как и с экономической, с любой стороны. С каждым годом растет количество всевозможных гостиниц, домов отдыха и отелей. Это повышает как имидж города, так и страны в целом. Особенно если появляются отели класса 4 звезды. Как, например, wellness-парк-отель «Гагра». Это единственный в стране отель, работающий по системе all-inclusive. Все включено и ориентированный на семейный отдых. И несмотря на довольно высокую стоимость проживания, свободных номеров на данный момент практически нет. Отдыхающие наши очень довольны. В этом году очень много отдыхающих – это силовики российские, поскольку им запретили выезд за рубеж. Они приехали в Абхазию. Многие говорят, что не ожидали такого уровня комфорта, такого уровня сервиса. То есть, несмотря на то, что цены на проживание достаточно высокие, выше средних по рынку, но поскольку мы предоставляем с 8 до 22 часов режим all-inclusive, то есть все включено, начиная с питания по системе шведский стол с десертами, с разнообразными горячими блюдами. Также мы предоставляем абхазское отечественное вино, пиво двух производителей, основных производителей. То есть наши отдыхающие за свои потраченные деньги получают полную дозу комфорта, полную дозу удовольствия, вкусного питания. Единственное, на что они жалуются, кроме моря, это на то, что, уезжая, обнаруживают, что несколько килограммов набрали. Еще 1,5 года назад на этом месте можно было увидеть лишь руины бывшего пансионата «Искра», который был построен в 1972 году. Бизнесмен Игорь Жигун за короткий промежуток времени сумел дать ему вторую жизнь. Внешний облик объекта практически не изменился, но называется теперь «Wellness-парк-отель Гагра». Название выбрано не случайно. На прилегающей территории почти в 3 гектара расположился дендропарк с экзотическими деревьями. Здесь есть все для комфортного семейного отдыха. Игровая зона и услуги аниматоров. Все это включено в стоимость проживания. Парк-отель, само собой разумеется. Wellness, потому что мы планируем не останавливаться на том комплексе услуг, который сейчас есть, и расширить их до спа-центра. То есть, чтобы люди могли не только покупаться в море, но, допустим, если сезон будет удлиняться, когда море прохладно или штормит, чтобы люди могли пойти в спа-центр, там попариться в сауне, побегать на тренажерах, окунуться
вкрытый подогреваемый бассейн. Это в русском языке уже прижилось английское выражение wellness, то есть приятное времяпрепровождение. Поэтому wellness, парк, отель Гагра. Но поскольку сейчас, пока у нас wellness нету, мы называем или парк-отель Гагра, чтобы людям было понятно, тем более парков не так много, к сожалению, в Гагре сохранилось, либо ВПО Гагра. Ну, то есть чаще сейчас используем название парк-отель. Пятиэтажный корпус здания рассчитан на 122 места. Это 61 номер, 43 из которых комфорт, 12 люкс и 6 VIP. Практически не меняли вид здания, поскольку так совпало, что оно само 72 года постройки, и я 72 года рождения, сильно менять не хотелось, тем более некоторые элементы ретро-ностальгии, они есть у всех людей моего поколения, чуть старшего, может быть, чуть младшего. То есть мы даже пожарную лестницу, как вот она в советское время их делали, такой образчик советской архитектуры 70-х годов, мы ее сейсмоусилили и сохранили, понятно, облагородили, насколько это возможно, сбоку сделали приставной лифт фирмы «Отис», хороший, качественный, и здание сейчас функционирует, оно вроде бы внешне немножко похоже на то, как им было, но вместо бетонной перголы, которая была на 5-м этаже и не несла функциональной нагрузки, была как бы элементом украшательства. Здравствуйте, Сергеевна. Мы сделали VIP-номера с панорамными окнами, с видом либо на море, либо на очень красивый парк, высокие почти 30-метровые эвкалипты, многолетние, и на горы. В пятницу отель официально открыли. На мероприятие пришло огромное количество гостей. Представители правительства, местные власти, прокуратуры, милиции, коммунальных служб, российских туроператоров. Приехал поздравить и министр по курортам и туризму Краснодарского края. Гости отмечали, здесь все современно, но при этом чувствуется абхазский национальный дух. Директору отеля удалось достичь желаемого баланса. Несмотря на то, что в нашей стране нет классификации объектов размещения, парк-отель Гагра по праву можно отнести к 4-звездочному. Для развития туристической сферы это играет важную роль, ведь постоялец дорогого отеля – турист другого уровня. Данный объект на самом деле соответствует, можно сказать, всем стандартам, международным стандартам. Также на сегодня мы с коллегой, с министром Краснодарского края по курортам и туризму смотрели объект. Он также подтвердил, сказал, что объект и номера соответствуют, можно присваивать смело 4 звезды. Как мы с вами заметили, в номерах везде стоят холодильники. В этой холодильнике стоят наша продукция, это вины и воды Абхазии, наши напитки, которые производятся на территории Абхазии. Все эти напитки бесплатно предлагаются посетителям, гостям. Помимо этого, если мы с вами обратили, там мебель, привезенная из третьих стран, не из Российской Федерации, и качество мебели. И все необходимые условия в номерах и на территории объекта созданы. На сегодняшнее время, на самом деле, впервые на территории Абхазии появляется такой объект, который мы с вами видим. Надеюсь, и нашим посетителям, и туристам этот объект понравится. Отель сегодня сотрудничает со многими российскими туроператорами. Заместитель генерального директора турфирмы «Дельфин» Ирина Черкунова отметила, что турист сюда потянулся из-за качественного сервиса. Мы познакомились с руководством отеля этой весной, когда отель был в процессе запуска. Нам очень понравилось то, что это первый отель, который в Абхазии предлагает на данный момент питание и обслуживание по системе «Все включено». И наши ожидания от реализации, в общем-то, превысили все возможные пороги, потому как действительно спрос на отель очень высокий. Мы этому рады. С уверенностью можно сказать, что среди российских туристов Гагра, как и прежде, на первом месте. Так как бы я могу отвечать за конкретно турфирму «Дельфин». То есть у нас распределение идет такое, что первый по емкости мест это идет Гагра, включая от Сандрипша до, наверное, Гагры как города. Дальше идет Пицунда по объему места, на третьем месте Сухум, и остальные курорты уже по нисходящей. А что ищет или ожидает турист? Наверное, турист всегда ждет своих оправданных ожиданий. И что заплаченная цена будет соответствовать тому качеству, которое он бы хотел получать. Вы знаете, да. И это очень приятно. На первом месте Гагра и среди инвесторов. Предприниматели и бизнесмены готовы вкладывать сюда. А значит, у города есть все основания и возможности стать важным курортным центром с современной инфраструктурой и качественным обслуживанием, так как он обладает огромным потенциалом и не имеет альтернатив в масштабе всей страны. Сима Аргун, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение.